Сегодня день рождения всемирно известного автора детских сказок Ганса Христиана Андерсена, заодно и Международный день детской книги. Сегодня в Дании вручают премию имени Андерсена, а в школах всего мира рисуют плакаты сказочников. Что сейчас читают самым маленьким, расскажет Илья Хайруддинова. Вот это мое детство. Вот такие были рисунки и книжки такие были. Ну, просто качество было, конечно, похуже. А рисунки... Ильдар Минулин в детстве любил читать Жюль Верна. Детство давно ушло, но и сейчас яркие обложки манят. Им очень нравилось именно нарисованный с хорошими рисунками, чтобы рисунок был интересный. В перестройку яркие с картинками были товаром дефицитным. Сейчас полки магазинов пестрят. Только Таткнигиздат выпускает в год 30 детских книг. Тираж зависит от спроса. Максимальное количество – 4000 экземпляров. Наша задача – это, конечно же, стать ближе к читателю, дать ему все возможности, чтобы книгу можно было читать, чтобы ее можно даже было и слушать, и можно в любой момент приобрести. Спросом пользуются и аудиокниги. 100 детских можно скачать и слушать. Для юных непосед картонные книги, книги-гармошки и не только. Научить детей любить читать можно по-разному. К примеру, эту книгу можно не только прочесть, но даже соорудить из нее целый настольный спектакль. Пятерка самых востребованных – народные сказки, мифология, Тукай, Вайнер, Лерон. Эти книги разбирают как горячие пирожки. Читать хотят, но многих сдерживает цена. В основном эти сказки народные. Сейчас очень дорогие книги. Много не возьмешь. Детские Бартоло там. Дали туфельки слону, взял он туфельку одну. Вот такие вот. Собираю старые. Андерсона там еще такие вот. У меня племянница любит читать книгу, особенно Роберт Минулин, Лерон, ну и остальные.